Добрый день, Дмитрий Захарович. Давайте вспомним то, как вы стали бизнесменом и начали развивать свое дело. Какие события подтолкнули вас к этому? До того, как я стал бизнесменом, как стал заниматься бизнесом, я работал в бюджетной сфере, в средствах массовой информации, в районной газете РК я работал в Мегнагаласском районе здесь. Также работал в филиале НВК Саха оператором. А свое дело начал в 2011 году. Я до этого давно мечтал стать бизнесменом, заняться своим делом, чтобы у меня была свобода, в понятии того, что сам буду распределять свое время и буду заниматься любимым делом. Поэтому в 2011 году я начал свое дело. Наверное, каждый предприниматель сталкивается с проблемами в начале своего пути. Какие трудности были у вас и как вы их преодолевали? Сейчас я могу сказать, что это, тогда казалось очень большими проблемами. Это нехватка средств оборотных, находить инвестиции, брать где-то кредиты, также нехватка, в то время материалов и так далее, да, когда начинаешь свое дело, все это кажется, большой проблемой. Спустя 11-12 лет сейчас это кажется, таким, да, детским, более детской проблемой. Сейчас могу сказать, какие проблемы у меня тогда были. Если сейчас анализировать, то это незнание, очень большое незнание в сфере бизнеса. Это и финансовая грамотность, это и стратегическое планирование, я вообще не знал об этом тогда. И то, что сейчас я знаю, если бы я знал тогда, то, наверное, дело пошло бы куда быстрее и куда более масштабно. Так скажу. Название компании, реклама и правильное оформление имеют немаловажное значение для развития бизнеса. Как вы придумали название своего дела? Я люблю это делать. В начале бизнеса я всегда очень тщательно выбираю название для своей компании. У меня было несколько компаний. И сейчас несколько компаний. Например, рекламная компания Биарек, фотостудия Сулус Про. Тоже, да, как корабль, как ее назовешь, так оно и поплывет. Я абсолютно согласен с этим вопросом. Думаю, бизнес – это то, что имеет огромное влияние на человека и может менять нас. Как вы изменились после открытия своего дела? Бизнес, наверное, все-таки влияет на человека очень положительно. Это и дисциплинированность, и образование, и самообразование в том числе. И дает много друзей, да, много знаний, путешествий в то же время. Бизнес, да, в лучшую сторону меняет человека. Но есть мнение о том, что деньги меняют человека. Да, это я тоже согласен. Если самоцель деньги, то, я думаю, это не очень хорошо повлияет на человека. А у нас же по-другому, у нас бизнес – это развитие. Мы занимаемся развитием, не только там IT-отрасли, но и вообще в глобальном смысле вносим лепту в развитие человечества. Вы мечтали стать бизнесменом с детства? Да. Как ни странно, я об этом мечтал с детства. Хотя у меня по ходу роста, да, взросления, так скажем, в подростковом периоде я, например, хотел стать архитектором. До этого я хотел стать милиционером. После архитектора, к концу школы, я вообще не знал, кем я стану. Да? Такое тоже бывает, это, наверное, переходной возраст. Но все-таки внутри себя я представлял себя человека свободного, как в временном плане, так и в финансовом. И понял, что именно бизнес даст мне это.
ввиду жизненных обстоятельств, ну, не плохих, хороших, я воспитывался, ну, летом ездил к тете родной в Москву, и там я видел вот настоящих бизнесменов, это было в 90-х. И я видел бизнесменов лихих 90-х, и, ну, воодушевился, наверное, там. А в то время они ездили на крутых машинах, одевались тоже круто, да, ну, в то время, да. И это мне казалось очень круто, и, да, мечтал стать похожим на них, когда вырасту, ну, своего времени. И, да, мне нравится заниматься бизнесом, я не жалею о том, что я занялся вообще бизнесом, и буду заниматься дальше, развиваться. Вот как вы представляли свое дело в детстве? Вот об этом я как раз-таки не задумывался, но знал, что то, что я буду заниматься, будет приносить пользу людям, ну и выгоду мне. Как я сегодня как раз-таки вот преподавал детям Маинского лицея, как раз-таки говорил об этом, что моя формула вот бизнеса – это 50% выгода, ну, как и в любом бизнесе, а остальные 50% – это доброе дело, которое приносит твое дело другим людям. Это может быть все, что угодно, но самое главное, чтобы было хорошо вот тем, кто потребляет твой продукт или пользуется твоими услугами. Бизнес, мир открытий, постоянного учения. Каким был самый ценный урок в предпринимательстве для вас? Ценный урок? Ну да, бизнес очень хороший преподаватель, я сказал, потому что не всегда все гладко. Это и может быть крах, уйти в минус, даже не банкротство, а дальше в минус, долги, долговые ямы. Ну, все через это я проходил и не раз. Не все было всегда победоносной. Поэтому он хороший учитель. Вот, занятие бизнесом также тебя учит ценить свое время, ценить свое окружение, своих родных, близких. Ну, дало, да, знания, очень много знаний, не только там в каких-то отраслях или в сферах, а именно о жизни. Это жизнь такая штука, что ценить надо каждый момент, каждый миг. И как якутская пословица, мужчина то на коне, то под ней. Вот. Ну, бизнес тоже такой же. Поэтому не оказаться под конем, надо постоянно быть дисциплинированным, готовым ко всему, ко всем рискам, просчитывать все свои шаги. И чтобы не оказаться внизу, перед крахом или в крахе, или перед банкротством, надо вот уметь строить стратегию и высчитывать свои риски. Потому что ну, никому не хотелось бы, да, оказаться под конем. Всегда надо быть на коне. Ну и, наверное, тот вопрос, который интересует всех, кто хочет работать в сфере бизнеса, это с чего начать свое дело? Самое главное с желания воплотить свою мечту в реальность. Я начинал свое дело, чтобы воплотить свои мечты в реальность, и сделал свою мечту целью, ну и так начал. Ну и добивался вот пошагово. И хотел бы пожелать тем, кто начал, не останавливаться, что неудачи – это нормально для бизнеса, но самое главное, надо учиться на своих ошибках. А для тех, кто только-только вот задумывается, ну, заниматься бизнесом, ну, скорее всего, верить в себя и в свое дело, что оно выстрелит. Ну, только так, а так в начале пути все равно бывает вот сложно. Ну, казалось бы, через 12 лет это покажется мелочью, но все равно для того человека, который чувствует эти вот события на своем теле, на своей коже, да, для него будет трудно. Огромное спасибо вам за ваши ответы. Я думаю, ваши ответы и советы вдохновили многих, и желаем вам дальнейших успехов. Спасибо большое. Спасибо. Не надо.